Здравствуйте, дорогие друзья! А мы с вами продолжаем серию мастер-классов, и сегодня мы с вами познакомимся со спецификой работы студии звукозаписи Государственного концертного зала Башкортостан. А если повезет, еще и запишем песню. Привет, Айрат! Привет, Алин. Как твои дела, как настроение? Все хорошо, все прекрасно. Как работа в студии кипит? Работа, как всегда, кипит, а работы хватает. Ну, конечно. Многим нашим зрителям и мне в том числе очень интересно, как рождаются песни. Вот как происходит это, процесс сам записи? Ну, процесс у нас стандартная ситуация. Приходит в студию исполнитель, значит, просит либо нам помочь в плане аранжировки, то есть создать музыкальное сопровождение под песню, либо приходит с готовой аранжировкой, под которую мы, собственно говоря, и наша задача наложить голос исполнителя на аранжировку, то есть на фонограмму. Вот. Ну, впоследствии мы все это миксуем, и из этой студии должен выйти готовый продукт, готовые песни. Вот. Дорогие друзья, очень важный момент. Артисты перед записью обязательно прорепетируйте. Репетиция прям очень важный момент, да? Да, это очень конечно. важный момент. Я вот тебе перед этим тоже говорил. Это очень важный момент, когда человек, заходя в студию, уже знает характер произведения, хорошо выучил текст песни, уже не будет ошибаться на этом этапе. Он, заходя в студию, он думает только о песне, о характере песни. Расслабиться он. Да, такой. да, конечно. Вот, поэтому это очень важный момент. Айрата, все-таки открой секрет. Все ли артисты, у всех ли артистов хороший голос? Ну, для каждого человека, в частности, он, наверное, не может сказать, что у него нехороший голос. У каждого голос индивидуальный, но вокальные данные, конечно, это даны недалеко не каждому человеку даны. Соответственно, и приходящие люди в студии далеко не все имеют музыкальное образование, что достаточно в некоторых случаях усложняет процесс работы в студии. Но на то и наша работа. Если есть какие-то неточности в исполнении, мы стараемся либо на этапе записи исправить, либо уже в процессе сведения музыкального произведения мы уже доводим вот эти нюансы до нужного, как сказать, момента, когда это будет звучать достойно. Да, достойно. У меня вот есть маленькая мечта детства. Это песни в студии, в профессиональной студии. Я надеюсь, что ты мне сегодня поможешь в этом. Ну, честно говоря, с удовольствием. Да, Тем более, я надеюсь, что мне обработка не понадобится. Ну, это мы посмотрим в процессе записи. Давайте, будем надеяться. да. Приступим к какой песне? Можем выбрать любую песню. Хорошо, я беру у тебя минусовку, и мы начнем запись песни. Давайте. Давай. Минусовку мы менять не будем. Оставим в оригинальной тональности и закинем трек сюда непосредственно. Это вот специальная программа, да? Да, это специальная программа Pro Tools, в которой мы будем, собственно говоря, и проводить всю эту запись. О, прикольно. У меня будет целый свой, даже свое имя, Алина. Обязательно, также. Ничего себе. Так. Мелодайм. Что он делает? Мелодичность Фредета, нет? Почти. Он исправляет мелодические неточности в твоей песне. Вот ты, допустим, спела ноту до, надо было до диез, допустим, спеть, да? Я с нотки до на до диез через мелодайм его поднимает. То есть мелодическую нотку твою исправляет. Ой, сложно. Ну да. Восторг. Тут наушники, левая рука на левую. О, меня слышно. С улыбкой тоже. А вы когда начинать скажете, да? Раз, два, три. Бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим, этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю у прохожих на виду. Давай с припева, поехали, с припева. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у прохожих.
день рождения только раз в году. Подписались? Оказывается, мне тоже нужна обработка. Я была слишком самоуверена. Пишет Клю. Видишь, нотка чуть-чуть занизена была. Раз, и опять потянул. Пешеход, пишет, Видишь, опять нотка была мимо. Вот она. Оп. пешеход, Пиши. Можно поднять нотку твою, да? пешеходы по лужам, Вот, нотка пошли. пешеходы по лужам, Ну, то есть вот таким образом она потихонечку. пешеходы по лужам, а вода, Видишь, на секундочку промазала. вода. Ну, собственно, смотри, Алина, путем некоторых манипуляций мы первым делом почистили вокальную дорожку, то есть твой голос, да. В принципе, было спето достаточно чистенько, но в нескольких местах ты где-то чуток занижала, чуток завышала. Это, в принципе, нормальное явление. Ты у нас не робот, ты живой организм. Да, Он, не артист. он имеет право иногда съезжать, да. Собственно говоря, это было основным делом. А при сведении я немножко эквализировал твой голос, частотных характеристик поменял, сделал компрессию на голос, добавил реверберацию и небольшой дилей, какой-то повтор голоса. Вот. И в итоге можешь послушать, что у нас получилось Да, давайте из этой послушаем. песенки. Я поставлю сразу ближе к твоему голосу, чтобы не слушать все вступление. Хорошо. Слушаем. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Вот так. Спасибо большое, Рад. Это потрясающий мастер-класс. Я считаю, что мы большую работу сегодня проделали. Оказывается, мне тоже нужна была обработка. Без этого никак, какой бы он там профессионал был, не был. Это же человек, опять-таки, повторюсь, живой организм, он имеет право ошибаться. Это свойственно человеку. А что в наших силах доправить, подправить, мы уже путем некоторых манипуляций приводим к такому чистому исполнению произведения. Крутую, классную, хорошую работу сделали.